Синдром приобретенного иммунодефицита или СПИД – это термин, применяемый к самым последним стадиям ВИЧ-инфекции. Для него характерно появление каких-либо из более чем 20 инфекций, связанных с ВИЧ-видов рака. По оценкам ВОЗ, в конце 2016 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с ВИЧ. В этом же году около 1,8 миллиона человек приобрели инфекцию, а 1 миллион человек умерли от причин, связанных с ВИЧ. Оно передается через переливание зараженной крови при совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов. Он передается также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита, то есть вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп. Это повышение температуры, появление высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов или же понос. На протяжении долгих лет после заражения человека может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой или латентной стадией заболевания. Однако неверно думать, что в это время в организме ничего не происходит. Когда какой-либо возбудитель болезни, в том числе и ВИЧ, проникает в организм, иммунная система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить болезненный возбудитель и уничтожает его. Для этого иммунная система вырабатывает антитела. Но также то, что у человека ВИЧ-инфекция, это не означает, что у него еще и СПИД. Сегодня врачи без проблем контролируют вирус в крови ВИЧ-позитивных пациентов. Благодаря антивирусным препаратам ВИЧ теряет возможность распространяться в организме. Поэтому ВИЧ-позитивные люди могут жить долго и счастливо, но они вынуждены ежедневно принимать лекарства из-за того, что вирус создает резервуары, то есть спящие клетки, которые иммунитет просто не видит. Однако исследователи не отличаются. Они черпают идеи для борьбы с ВИЧ в самых разных областях, от онкологии до трансплантологии. В данный момент многие медицинские учреждения и доктора наук пытаются найти выход из ситуации и найти антитела против СПИД или ВИЧ, но оно является одной из самых больших проблем человечества, и это не так уж и просто. Самые известные университеты мира готовы взяться за эту работу бесплатно, но пока ситуации не нашли. Только придумали препараты, которые воздерживают воздействие инфекции, либо поддерживают лекарствами, витаминами клетки организма. Но самое главное – это мы. Мы должны помнить то, что заболевание не передается через физический контакт, и помогать больным. Больной СПИДом или ВИЧ должен помнить то, что он должен обезопасить окружающих от себя, то есть от инфекции, но в тот же момент мы должны подать ему руку помощи и дать понять то, что его заболевание не приговор, и то, что мы с ним и поможем ему.